2024 год для здравоохранения в Якутии прошел по-настоящему прорывным в развитии медицинской инфраструктуры как по масштабам, так и по качеству. По национальному проекту здравоохранения с 2018 года было введено порядка 100 новых объектов медицины по всей республике. Наиболее это было важно в отдаленных ее районах. Для больниц также приобретается новая техника и современное оборудование. Развитие медицины в Якутии продолжается, и первый месяц нового 2025 года ознаменовался важными событиями в сфере здравоохранения. С 1 января 2025 года отделения амбулаторной онкологической помощи перешли под непосредственное управление Якутского республиканского онкодиспансера. Ранее они работали на базе центральных районных больниц и городских поликлиник и подчинялись заведениям здравоохранения. Данная тенденция, она у нас распространена по всей стране. Цель, конечно же, самое главное, это минимизировать сроки обследования пациентов с подозрением на злокачественное образование, максимально сократить сроки лечения до заболевания. И, конечно же, централизованная закупка лекарственных препаратов, она приведет к бесперебойному обеспечению лекарственных препаратов в наших филиалах ЦАУП. В филиалах Центра амбулаторной онкологической помощи пациенты могут получить лекарственную, иммунную, химио и таргетную терапию. На сегодняшний день в Якутии насчитывается 14 районных и 4 городских филиалов Центра амбулаторной онкологической помощи Якутского онкодиспансера. К чему мы стремимся, конечно же, это все понятно, это улучшение, в первую очередь, диагностики. Диагностические мероприятия будут происходить в основном в условиях нашего онкологического центра нового, где имеются все возможности выявлять именно на ранних стадиях. Это мощная аппаратура, МРТ, КТ-аппаратура, УЗИ-исследования, эндоскопический центр у нас с этого года начал работать. Это все обследование будет производиться происходить на базе онкологического диспансера. Кроме того, в этом году Центру трансплантации Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины увеличили квоты на пересадку донорских органов с 12 до 15. В настоящее время в реестре состоит порядка 60-70 человек по трансплантации почки и около 12 пациентов на пересадку печени. Медики отмечают, что реестр является живым, а это значит, что четкой очереди нет, ведь неизвестно, когда и кому подойдет донорский орган. На сегодняшний день мы пытались все подняться на тот же уровень, который был до ковида, это где-то около 12 трансплантаций в год органов, всех органов это имеется в виду. К нам в этом году, надо сказать, что в августе месяце приезжал с аудитом сам академик Готье Сергей Владимирович, и он нам указал на то, что мы, в принципе, должны двигаться в сторону увеличения количества, потому что на миллион населения количество оно должно быть в разы больше, чем которое мы выполняем на сегодня. Трансплантологический центр Национального центра медицины постоянно повышает качество обслуживания. С начала прошлого года был открыт Центр мониторинга трансплантируемых пациентов по приказу Минздрава региона. И это еще не все. После этого года, после приезда аудита нашего главного федерального института трансплантологии имени академика Шумакова, наши задачи расширились, и наш центр сейчас уже работает не только как центр мониторинга оперированных пациентов, но мы уже ведем пациентов, которые нуждаются в трансплантации на стадии внесения в лист ожидания, состоящих в листе ожидания пересадки органа и доноров, прижизненных доноров органов. С 2001 года, с момента открытия центра, было выполнено порядка 140 операций по пересадке почки, 30 операций по трансплантации печени и 1 операция по пересадке донорского сердца. Как отмечает главный внештатный трансплантолог Якутии Альберт Васильев, пересадка органов ведется как от родственников, так и кадаверным способом. Так, по трансплантации почек 109 были пожертвованы родственниками, а 29 являлись донорскими. А в будущем якутские врачи планируют выйти на новый уровень и выполнять операции по трансплантации поджелудочной железы и легких. Мы пошли по стезе, видите, как Якутия, она
несколько отличается от других регионов тем, что мы начали трансплантацию самых тяжелых, это родственных трансплантаций. Они считаются вообще во всем мире самые тяжелые, самые ответственные. Это трансплантация от живых родственных доноров. Вот. Ну, потом мы вот с 2016 года начали программу по трансплантации от кадаверного донора. То есть это посмертный донор, от которого мы уже делали мультиорганный забор. Развитие технологий искусственного интеллекта отразилось на множестве других направлений, включая и здравоохранение. Так, в Якутском научно-практическом центре фтизиатрии начали использовать искусственный интеллект для выявления туберкулеза легких. На сегодня как проходит флюорообследование? Это человек сделал флюорографию, надо провести двойную читку, то есть результат мы выдаем только на следующий день. Это в лучшем случае, а в некоторых районах может пройти 2 суток. А с применением искусственного интеллекта результат выдается в течение 15 минут. Как отмечают сотрудники Центра фтизиатрии, точность полученных искусственным интеллектом данных на сегодня достигает 89%. Несмотря на это, полностью заменить знания и опыт врачей новый ИИ не сможет. На данный момент программа только значительно облегчает работу диагностиков. Но изображение не понадобится уже работы 2 врачей, то есть время у нас сократится, чтение изображения, а сразу же у нас просто прочитает врач-рентгенолог после искусственного интеллекта. Мы еще находимся на этапе научной разработки, все равно у нас проценты будут расти. И далее у нас будет 3-й этап нашей разработки именно касательно рентгенологических синдромов. То есть он будет определять не только наличие вероятности патологии, но и будет говорить, какая патология. Ожидается, что такая программа в будущем будет установлена и на сами исследовательские аппараты. То есть в процессе обработки данных исчезнет посредник – человек, передающий изображение искусственному интеллекту. Создание программы ведется совместно с московскими исследователями, а ее важность на днях отметила даже Всемирная организация здравоохранения. У нас включили во Всемирную организацию здравоохранения как лучшие практики Российской Федерации по борьбе и по ликвидации туберкулеза в Российской Федерации. В районах республики модернизация также идет полным ходом. В Мирнинском районе за последние годы были капитально отремонтированы женская консультация и взрослая поликлиника. В работе обновлено рентгенологическое оборудование. Установлены новые цифровые рентген-аппараты, маммограф, флюорограф и аппараты УЗИ. Также с прошлого года начали выполнять такие операции, которые раньше не проводились в районе. Дробление лазером камней в почках. Несколько успешных операций уже проведено, и в дальнейшем будем развивать это направление. Кроме того, отремонтировали компьютерный томограф и тоже внедрили новые исследования на томографе в виде ангиографии. То есть это съемка сосудов с помощью контраста, сосудов сердца, аорты, сосудов почек, ну и других крупных сосудов в организме. Для Горного района первостепенной задачей в прошедшем году было проведение профилактических мероприятий для непосредственного устранения причин заболеваний. Диспансеризацией была охвачена большая часть населения района, а внедрение современных технологий и методов лечения повысили эффективность оказания медпомощи. В прошлом году к нам поступила эндоскопическая стойка с гастроскопом, который позволяет обследовать верхние отделы желудочно-кишечного тракта с возможностью взять биопсии. В прошлом году проведено 311 обследований. Для повышения доступности и качества оказания медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов осуществляются выезды мобильной бригады врачей. Помимо консультаций, ими проводится отбор пациентов, нуждающихся в обследовании в условиях ЦРБ. В прошлом году, в 2024 году, в нашем районе хирургическая бригада республиканской больницы номер 2, Центр экстренной медицинской помощи, отработала именно выездные бригады в мае и октябре. Всего осмотрено более 180 пациентов по поводу консультации и обследования. И выполнено где-то 130 операций по поводу
желчекаменной болезни, варикозно-расширенных вен. Для обучения будущих специалистов в области медицины также прикладывается немало усилий. Так, из одного из старейших учебных заведений Республики и Дальнего Востока, Якутского медицинского колледжа, в этом году выпустится более 1000 студентов, что станет рекордным показателем колледжа. Также необходимо отметить, что часть выпускников будут распределены в образовательные учреждения, то есть это в рамках послания главы Республики Саха-Якутия Арсения Сергеевича Николаева Государственному собранию ВЛТУМЭН в части организации работы школьной медицины. Развитие медицины как в центральных, так и в отдаленных районах никогда не прекращается и идет только вперед, позволяя в Якутии спасать жизни. Как отметил глава Якутии Айсен Николаев в своем ежегодном послании Государственному собранию Ильтумен, система здравоохранения продолжит и дальше развиваться в сторону персонализации медицинской помощи. Для этого в декабре прошлого года в Якутске был запущен проект «Медицинский помощник» для семей с детьми до года и с детьми с ограниченными возможностями здоровья. С 2025 года проект должен заработать во всех районах.